Чүй-Обосунун милиция жергиликтүү тургундарынын кагылышынан улам Орок айылында 30га чукул адамды кармады. Чүй ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Имангазиеванын айтымында, чатактын чыгышына эртең мененки айт намазынын учурунда орун алган 3 өспүрүмдүн мушташы себеп болгон. Жабырлануучунун туугандары айылда укук ченемдеринен тыш иш аракеттери жасай башташкан. Натыйжада 15 үйдүн терезеси сынып, чөп жайынан жер өрттөнүп кеткен. Бул факттар боюнча 25-30 адам Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди, деп кабарлады басма сөз катчы. Чыр-чатак чыккан жерден милиция, спецназ жана ички иштер башкармалыгынын министри Кашкар Жунушалиев иш алып барып, андан тышкары Туркиянын элчилиги Камил Фрат келген. Элчи жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аракет кылган. Милиция өспүрүмгө кол салуу фактысына бейбаштык беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алган. Milisiyalar baldарды кармап атат. Камерага тартыңlar. Почему, Байке? Основной карман. Это основной. Здравствуйте, Кашкар Асканович, а можете прокомментировать, что здесь происходит? Да я сам смотрю.
Eşek eski gitmeyin. Akrabadan baktın, gitmeyin eski mi? Ne yaptı? Bir de çoğun bayıldı var. Erkek olmaya, ayal olmaya gelin. Az engelli kokacağız. Марат, зачем? Не снимай. Вот таких провокаторов, Я вот, у организаторов меня снимай. прямой эфир, я снимаю. Ну, давай вот всех снимай. снимаю, всех снимаю. А Всех вообще, снимай. может Мирланбек рассказать, что здесь, причина конфликта, что произошло? Как вы видите, мы находимся сейчас в Чуйской области, в селе Орок. На месте находится министр внутренних дел, заместитель министра внутренних дел. Пока не ясно, что именно произошло. Министр внутренних дел и заместитель пообещали чуть позже прокомментировать, что здесь случилось. Рассказать, что здесь случилось. Вот мы видим, идут задержания жителей. Мы находимся в селе Орок Чуйской области. Это рядом с Бишкеком в 10 километрах. Пока мы не знаем, что здесь именно происходит. Вон, загрузили вот этот автобус всех. Kalma be ecel kalma. Başka otur bak. Başka var mı? Organize otur. Organize otur. Ne kadar? Ne? Sat koy bak. Ne nasıl da ecel? Hatta yürü otur çıkarsın. Ne nasıl çıkıyor? Всех в автобус вот это загрузили. Напоминаю, что мы находимся в селе Орок Чуйской области, Соколукский район. Здесь утром произошел конфликт подростков, 18, 17, 19-летних ребят. После айт-намаза они поругались. И если я правильно понимаю, на данный момент ситуацию, жители возмущены после этой драки всем. Вот полный автобус местных жителей. Внутри автобуса около десятка молодых ребят. Пока нет никакой, нет пока официальной информации от органов власти, что происходит. Но еще раз напомню, мы находимся в Чуйской области, село Орок, Аламгинский район, 10 километров примерно от Бишкека, даже меньше. Так. Поцелуй. Еще раз напоминаю нашим зрителям то, что мы находимся в селе Орок. Утром сегодня здесь была драка после айт-намаза подростков. Официальных комментариев пока нету.
Пока неизвестно, что здесь произошло, из-за чего конфликт произошел. Мы сейчас будем ждать официальной информации от правоохранительных органов, силовых структур. Напомню, что здесь находится министр внутренних дел, заместитель министра внутренних дел, вот он, и начальник Соколовского РОВД Азамат это Новойбаев, Мирлан Ханиметов справа, заместитель министра внутренних дел. Тут у нас видим еще СОБР, граждане. Милиция разогнала тут местных жителей. Вот мы видим здесь бойцов спецподразделения СОБР. Все с дубинками. Приехал еще один замминистра Алмазов Розалиев. Давай сначала
Дорога вот перекрыта в Бишкек. Предварительно весь конфликт произошел из-за того, что несколько молодых ребят после айт-намаза сегодня утром подрались, и местные жители вышли со своими определенными требованиями. Вот здесь они сегодня собрались и всех разогнали. Вот милиция, многих, больше 20 человек примерно милиционеры задержали. Там он кто-то ругается. Возможно, произошел конфликт на национальной почве, но это никто не подтверждает этого. Официальные органы власти, которые находятся на месте, никто не комментирует. Женщины угрожают, что сожгут чьи-то дома.
болса реанимацияда жатат, мен балам да больницада жатат. Ушу түрктерге эстеп, мыйзам чегинде боло турган болсо, ошолорго наказание кылып берсин. Мен баламдын ден соолугу керек бияка. Эмне себептен болуп атат бул? Эмне себептен болот, эч ким билбейт. Айт намаздан чыккандан кийин мечиттин оозунан булар сабап кетишкен. Булар дубинкасы менен кетти. Болсо дубинка менен сабашкан. Башта ишенбесеңер 3-жетскийге барып көргүлө, азыр реанимацияда жатат. Данный Канча жашта бала? Бала 15 жашта. Арасы 15 жашта. Менин балам да 15 жашта. Өкөнү тең сабап туруп тиги баланы көрсөңөр, могу жагы жарылган, бети жарылган, буту баса албай шишип кеткен. 5 сознание жатат. Тиги мен балам болсо башында гематома, сотрясение. Мен балам ден соолугу керек өмүр боюнчу. Эгер ушулар мыйзам чегинде болсо. Эмне себептен болуп атканын ким билет? Мечиттен чыгып калышканда булар планировать этип койгон. Анткени дубинкалары бар экен. Машина менен бар, сабап кетирип алып анан кийин машина менен кетип калышты. Дубинка менен барган киши значит заранее запланировать этти. Могу жерде турган кыргыздардын баары машинага салып алып кетишти. Кайка кетти, эч ким билбейт. То сокулга кетти, то шарка кетти, эч ким билбейт. Булар деген милициялар эсли ушундай справедливый болсо, могу түрктөрдүн биздин балдарды сабаганы мыйзамдуу түрдө чечип берсин. Чечип бербейт. Башкача болот андачы. Ушундай күйүп атабыз азыр бизчи. Бизге деген балабыздын ден соолугу, балдарыбыз кетет. Кара, азыр келгендерин каралам. Баскачан келди, милиция, толгон токой милиция. Бир да түрк жок. Эсли түрктөр ушунчалык ак болсо келсин бияка. Мен баламды сабаган баланы алып келсин бияка. Мен көрөйүн ошону. Кайсы колу менен, кайсы буту менен тепкенин. Булар кыймыл этсе, турецкий диаспорага неметет. Анткени могу жерде Аличо деген депутат экинчи неме созыв болуп атат. Ошол түз эле тиги диаспорага заявление жазат экен. А диаспора анан кийин тетиги сокулук неменин баары чыгып атат. Булар неметип алган. Эми жашай турган болсо, көптөрүн кыпчык туруп жашайт. Жашабай турган болсо, бирден үйлөрүн өттөйт. Жашма. Аялдар да өттөйт. Болду жетиребиз. Жашай турган болсо, чыккан койсолор постоянно Дагы милициялар али албай туруп бүт баарында кыргыздар 15 жашар балдар бирөө тижол сапканы мейисте кан куюп кетти. Бирөө больницада жатат, бирөө реанимацияда, сөз жок жатат. Анан ошолорду айтсак, шаардын милициялары мендеги милициянын баарын бияка жиберишти. Эч кимди кыргыздарды сүйлөтпөй атат. Кыргыз балдар кыргыздар сүйлөтпөй атат. Азыр ушул жерден болсо, менде мына тартыптан ошо реанимацияда түшкөн баланы болсо кайнагамдын баланын өзүнүн баласын, чоң атасын, байкелерин бүт салып кетти. Эмне үчүн салып кетти ошону? Эч ким түшүнбөйт. Алар дагы күйүп атат. Баласы тяжелый реанимацияда жатат. Милициялар салып кетти дегенин өпкөзүп. Чоң атасын, байкесин салып кетти. Тепкилеп туруп милициялар салып кетти бүт баарын. Мына ишенбесеңер реанимацияда жатат баласы. Мына барып өздөрүнөн сурап көргүлө. Эмне үчүн салып кеттиңер деп сурап көргүлө. Сүйлөсүңөр мына. 10 кишиге балдарын салып кетти. бүт орокту, чыган балдарды, лидер балдарды бүт баарын салып кетти. Потому что алар ошончолук күйүп атат. Мына мен өзүм личный, мен кайдымды, эки кайдымды салып кетти. Баласы эсине келе албай реанимацияда жатса, атасын сабап туруп салып кетишти маяка. Конфликти болсо, конфликти айт намаздан чыгышат. Намаздан чыгып келип булар даярдап алган дубинкалары менен. Эже атыңыз ким болот? Чолпон. Сен каяктан келген саясың деп баштаган Ошол жана реанимацияда жаткан баланы аксакалдары алты түшүндү приютить эткен. Эми мына мечиттен бир сөзгө маля болуп атат. Сен каяктан келген саяксың депчи. Ал негизи кайнагамдын баласы деген шаарда жашайт. Бияка келип кетет да. Мечитке деген мен балдарым менен чогуу келген. Балдарды чыгарып берсин. Азыр маалымат бере албай калдык. Кыскача бир аздан кийин маалымат беребиз деп айтып атат да. Балдарды биз требуйт атабыз. Балдарды барып чыгарсын.
органы. Это завтра поднимем. Напомним нашим зрителям, что мы находимся в селе Орок Соколовского района Чуйской области. Здесь сегодня утром произошла драка 18-19-летних ребят после айт-намаза. И на этой почве разгорелся скандал местных жителей. Сейчас еще. Приехал автобус еще один. Один автобус полный уже местных жителей загрузили и забрали в отделение милиции. Вот идет форма. Я не могу ничего сказать. Руководители там есть, они вам стоят? Здесь ходит. Полный автобус сотрудников правоохранительных органов. Вот мы видим. Посол замминистрге. А вон они общаются, как с послом общаются, пусть туда говорят, но подойдем. Baya, ben aytpam. Ошол жайда айтам да. Министр берген, замминистр. Жоқ ештеңе жоқ, жоқ ештеңе жоқ. О, смело, смело. Бияқ қарап қалсаң болмапты, кененірек. Ошо настроение Молодых ребят вводят под охраной, как я понимаю.
кетіп қалған бір бөле жүрсің. Надо, выводят туда. Здесь только недавно ходили, где-то вот здесь надо. Жаштар эми 5-6 класста окуган балдар урушуп атат эми. Зачем белгичи урушту өчө чечиштин да. Анага бакчасын киргизбейинчи. А драка из-за чего произошла? Что-то знаете? Не знаю, брат, не знаю. Из-за чего люди собрались здесь? Конфликт, что произошло? Уходит, все, уходит. Детвора спорят, дерутся между собой. Чтобы эту проблему решить, обязательно толпой надо все решить. А по одному сейчас пойти разобраться, тихомирить, нету такого. Надо обязательно прийти. А это вообще такое подобное первый раз происходит или уже ранее были? Несколько раз происходит. Несколько раз. Тот раз тоже происходит. Также. Тоже из-за драки детей, да, подростков? Опять же, подростков. 7 класс дерутся. И толпа со всех сторон собирается, надо сжигать, ломать. А что-то сожгли, что ли, у вас? Сожгли. Окна все разбиты, все дома. Дома? А много домов разбили окна? Да, там по этой улице там сколько домов. Сеновалы, все окна разбиты. Все окна. А, все окна, все, но здесь село нет. Там, тут вот. Ага. Вот еще подкрепление, курсирующий село Орок. Отскление. Вон там пробки такие. Вот мы видим, с КамАЗа разгружаются еще сотрудники спецподразделений за автобусом. Шеф, вы поехали тогда? Сейчас это. Телефон скинь. Теперь обратно залезли. Сейчас приехал. Так, давайте сейчас попробуем у пресс-службы города Чувской области взять комментарий. Сейчас найдем представителей. Вот мы видим заместителя министра внутренних дел. Приехал начальник города Бишкека, вот Ханан Джумагазиев тоже здесь. Вот еще один автобус. Второй автобус. Идет отцепление. Здесь служба города Чувской области сейчас.
Асылбек пресс-служба. Асылбек пресс-службаны. Азыр жүргөн мында. Жабылып жүргөн. Тахтет ошол. Мен жаңы мэрден турган болчу. Ошо тургандан бас турат болот дейт мен ошону. Болду, табакка басты го. Өл ошакка басты. Барайынчы азыр. Каяка кетти? Жоқ, ошо Асылбекти издеп отурмун мен. Каяка кетти? Алия, Асылбека не видел? Асылбек где-то здесь ходил. У него комментарии официальные. Поднись на машину. Ну, попозже, видишь, не хотят сейчас говорить. Не хотят они пока. Аля, они не готовы еще. Напомню, что мы находимся в селе Орок Чуйской области. Машиналар түзетпейді, чтобы здесь не было. Ким беріш керек саған? Пресс-служба деймін. Чүйді көйі? О, Асылбек түзбеді бұл жақта. Асылбек, саламалейкум. Қанайсың? Комментарий кімді тастамай жібер. Жетіспесің, ремне болды, қысқаша хотя бы. Бол бейді қалды. Қысқаша кейін үміт бере алады. Нет, мама не береді. Сіз ол бейді? Да. Дина зигр. Где она внутри сидит? Позвони, пожалуйста. А что Ну, случилось? Просто переживаю. Она внутри села. Сапар Тілекович, можете вкратце рассказать, что здесь произошло? Ну, как видите, ни один из руководителей милицейский не хочет комментировать ситуацию, что здесь произошло вкратце хотя бы. Причину конфликта, собрания, если можно назвать это конфликтом, мы не можем утверждать ничего. Напомню, что мы находимся в селе Орок, Чуйская область, Соколовского района. Назигуль, ты где? А, все, хорошо. Давай, авайля маклу. Адлет. Тут полк милиции Бишкека. Да.
Сотрудники милиции собираются. Вот тут начальник ГУВД Бишкека собирает свой личный состав, полк милиции, прибывший на место в село Орок. Вот мы видим. Здесь тут тоже руководство милицейское проводит совещание со своим личным составом. На данный момент неизвестно, что послужило причиной, сколько человек было задержано. Со слов местных жителей, утром сегодня подрались молодые ребята, произошел конфликт, и на этой почве собрались люди. Вторая сторона конфликта говорит о том, что некоторые местные жители разбили окна их дома, сожгли сено, сеновал, сено и еще другое имущество. Takoy!
Uyuz, kirgizmeyiz Kırgızlar. Türklerdi kirgizmeyiz boldu. Türklerdi. Nurcan. Minister nerede var? По предварительным данным, сегодня после утреннего айт-намаза подрались несколько местных жителей. Ана көресің, ана айтам демек ана түріктер. Сейчас мы находимся в селе Урок, Чистой области, Суклукском районе. Здесь, по предварительным данным, произошел межнациональный конфликт. Милиция разогнала местных жителей и при этом задержала около 10 человек, участников конфликта. Так, вот здесь проводят инструктаж начальник ГУВД Бишкека с личным составом. Видим, дорога то закрывается, то снова открывается. Напомню, мы находимся в селе Орок, Соколовского района Чуйской области. Алло, да? Взяли цепью и очищают дорогу.
Пытаются очистить улицы. Всех фотографируют. Ötmesin, uyumda oturmayın mı? Напомню, мы находимся в селе Орок, Чуйской области. Сегодня утром был конфликт молодых ребят. Они между собой подрались, и на этой почве собрались местные жители. Точно неизвестно, что именно произошло. Своя камера, что ли, на сотку. Вот мы видим начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова. Он руководит своим личным составом, координирует всех. Давай, ананың бәрін түсіріп салшы, дакаса. Жоқ қылмашы ананың бәрін, алса ала бәрін. Вот идет расчистка местных жителей, чтобы не создавали толпу.
Здесь находится начальник ГУВД Чуйской области Самат Куманкулов, начальник Соколовского ОВД Азамат Новойбаев. Только что отъехал в сторону заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Мирлан Каниметов. Начальник ГУВД Бишкека Канат Джумазиев уже провел совещание со своим личным составом. Находится здесь начальник Высокотинского РОВД Истебек Джумайбеков. Вот мы видим Ханата Джумазиева. Обстановка уже стабильная, милиция взяла все под свой контроль, никаких столкновений уже нету. Здесь находится начальник следствия Чапаров Анатольевна. Тоже бросим туда. Даже менты ее бросили. У нас теперь не сотрудник милиции. Вот эти морячки.
снова пытаются людей оттеснуть от дороги, потому что перекрывается дорога, никак машины не могут проехать. Beri ayda biliyorsun oğlum, asfalt böyle bas bırakmayın. Çok beri bas biliyorsun. Напомню, мы находимся в селе Урок, Сокуловского района Чуйской области. Сегодня утром после айт-намаза праздничного между молодыми людьми произошел конфликт, они подрались. Со слов местных жителей, 2 ребят в больнице, а еще 2 личность установили, и сотрудники милиции доставили их в ОВД Сокуловского района. После чего в селе Урок произошел конфликт. Вот если вам здесь видно, там есть дым, местные жители сожгли сеновал другого местного жителя. Это все со слов присутствующих здесь местных жителей. На месте находятся все руководители Министерства внутренних дел, начальники районных управлений и начальник ГУВД Бишкека. Обстановка уже стала лучше, стабильная, милиция взяла все под контроль. Дополнительные силы милиции все еще приезжают. Ya, Allah. Kaç hafta oldu? Hangi gün? Сотрудники управления обеспечения безопасности дорожного движения пытаются разгрузить дорогу в Бишкек. Со слов местных жителей, это уже не первый конфликт. До сегодняшнего дня, с их слов, было уже несколько раз подобный конфликт, но не было такого масштабного. Официально Министерство внутренних дел Кыргызской Республики пока не комментирует сложившуюся ситуацию. Пройдемся в толпе местных жителей. Оп, письмо. Гражданские сотрудники, автобус пропускать, осторожно. Автобус отклонен. Автобус отклонен. Давай.
Те же женщины, которые уже говорили, что это их братьев младших и детей избили сегодня утром, что у них разбиты головы. Kaynağamdın ayalımız. Ben balam özü satırsan gematoma başladı. Moğul jerde gematoması için. Ben de kara kuşka diysem ne olur? Ben balam ölüp kalmak da. Ömür boyu ben balam endi bayıp koyacağım. Ben balam dün Onlar narman demesin, başka olap görmesin balamı. Daroya. Yerinde oturuz. Bana da Oğudun alıp gitti. Oğudun varalı. Ettik kaç kere. Ettik sokulma var. Malları çıkarmayın. Malları çıkarış gerek. Çıkarsın. Baş gerek bir şey var. Çıkarsın malları. Halk kaçırdı oğlum. O baldardı koy versin baldardı. Adıp diye kabar o bizim baldar da alır can şatlayan. Ayaktan çağırmay baldarın var. Bayan var. Savaş görsün nerede? İnne savaş tekin. İnne savaş. Ay savaş ettik. Lay 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 lay. Напоминаю для наших зрителей, читателей о том, что сегодня после айт-намаза в мечети, после мечети подрались молодые ребята между собой. После этого произошел конфликт между жителями. Мы находимся в селе Орок Соколовского района Чуйской области. Мы видим заместителя министра внутренних дел Курсана Сатарыча Асанова. Мы на некоторое время прервем свой прямой эфир. Так, тут вопрос, что именно подожгли. Подожгли вот вон в той области, с краю села,
сеновал и разбили якобы окна домов. На некоторое время прямой эфир будет приостановлен.